Работали себе на послушание, уже заканчивали, собирались отдыхать. В принципе, мы привыкшие уже в подвал не бегать, а тут какое-то наитие подсказывает и взрыв. И после первого взрыва я понимаю, что что-то такое. Говорю, хлопцы, все бежим в подвал. Забегаем в подвал, я чуть спиной не скатился туда вниз. И сразу пошли взрывы, буквально через минуту. Сидим в подвале, прижались, поем, молимся, крестимся, прям громко молимся вообще. Нижние дверцы железные, прямо вот такие же, их просто вырвало в ту сторону, хотя открываются в эту. Подвал спас нас, скажем так. Никогда не пользовались тревогой, шахеды, привычка, а тут, оказывается, все-таки надо. Вот. И Господь так именно нас спас, чтобы если мы туда не спустились бы, вон пепелища, сейчас бы там лежали наши косточки. Вот. И слава Богу, потому что Господь отвел, и Божья Матерь, видно, наитие какое-то Господь все-таки подсказывает иногда, что сделать в последний момент. Сейчас бы уже не разговаривал с вами. Я воспитанник Одесской духовной семинарии, был на послушании здесь, на монастырской кухне. И вот когда начался обстрел, отец Зиновий сказал, давайте все в убежище. Мы спустились сюда, в этот подвал. И нас было 3 насельника и 2 семинариста, которые, собственно, несут послушание. И вот здесь, так получилось, мы забились в угол, а отцы тут были. И так мы переждали вот этот обстрел, уже потом нас разобрали завалы и нас отсюда забрали. Такой молитвы, конечно, давно не было. Слава Богу, что молитвами преподобного Кукши, который вот почивает в мощи нас в обители, что Господь защитил, и Матерь Божия покрыла своим амофором нас, ее рабов.